В Беларуси начались увольнения ненадежных сотрудников. Ненадежный сотрудник – это не тот, кто плохо выполняет свою работу. Ненадежный сотрудник – это тот, кто посмел поставить подпись за другого кандидата на президентских выборах. Тот, кто не стал оказывать административное давление на сограждан, чьего сына задержали за участие в акции протеста, кто пошел на диалог с протестующими и попытался выслушать их. Даже если вы просто делитесь своим мнением с коллегами, вы ненадежный сотрудник. Я был этим ненадежным сотрудником, но я сделал правильный выбор. Мне было 22 года, когда я пришел работать в Министерство иностранных дел Беларуси. Я осознанно выбрал госслужбу. Я гордился тем, что способствую развитию нашей с вами страны. Но спустя 8 лет моей работы в МИДе Лукашенко назначил себя на 3-й срок и тем самым грубо нарушил закон и принципы демократического правления. Это было непросто. Я любил свою работу, но я принял решение уйти, потому что МИДу, администрации президента, Совету министров больше не нужен был профессиональный подход. Я ушел, потому что даже пассивное выполнение абсурдных приказов только укрепляет антибелорусский режим. Я отказался участвовать в решениях, которыми Лукашенко убивал наше будущее. Это было 15 лет назад. И сегодня в Беларуси нет будущего с Лукашенко. Сегодня среди госслужащих нет единства. Белорусы видят молчание чиновников и чувствуют себя преданными. Я знаю, вы стараетесь избегать выполнения спущенных сверху указаний и ждете, пока народ победит. Но правда в том, что ваше молчание только откладывает нашу общую победу. Вас используют. Вас заставляют собирать смотровые комиссии, чтобы натравливать органы опеки на матерей, которые ходят на протесты. Вас принуждают подписываться под провластными обращениями, стучать друг на друга, отбеливать Лукашенко перед согражданами и всем миром. Вы боитесь, что за вами придут спецслужбы. Боитесь за будущее. Боитесь за настоящее. Вы боитесь, что в будущем вас ждут поголовная иллюстрация, преследование и народная месть. Но мы с вами знаем поименно людей, ответственных за незаконное удержание власти. Это список в 100 имен. И поверьте, мы не хотим добавлять туда новые. У госслужащих Новой Беларуси есть будущее, и оно вам понравится. Это будущее, где мы будем востребованы, где у нас есть права. Будущее, где ценят профессионализм, знания и инициативность. Где мы вместе, шаг за шагом, строим Беларусь, где у каждого будет достойная карьера. Благодаря сотрудникам силовых ведомств Байпол мы узнали, что такое гордость за своих правоохранителей. Каково это – доверять им и знать, что они защищают закон и белорусский народ. Мы точно так же хотим гордиться госслужащими, и поэтому призываем вас объединяться и становиться частью новой Беларуси уже сейчас. Читая ваши обращения, мы видим, как вас много, и верим, что на самом деле вас еще больше. Пишите на нашу почту dialog@tikhanovskaya.org или в телеграм-бот «Диалог с народом». Рассказывайте о случаях халатности и нарушениях на ваших рабочих местах. Делитесь своими идеями для Новой Беларуси. Присоединяйтесь к деятельности офиса Тихановской и НАО. Отказывайтесь нарушать закон. Не присоединяйтесь к тем, у кого уже нет пути назад. Эти люди предстанут перед справедливым судом. Скоро мы назовем их имена. Пусть каждый из вас вместо вопроса «когда же это закончится?» задаст вопрос «что я могу сделать, чтобы это закончить?». И тогда победа станет не только неизбежной, но и очень скорой. Помните, нам вместе строить новую Беларусь.